Конечно, мы можем купить такие красивые солнечные коллекторы, которые ловят бесплатное солнечное тепло для горячего водоснабжения, нагрева бассейна или для отопления дома, но другой альтернативой будет изготовить солнечный нагреватель самому. Это 15 место нашего рейтинга, и такие солнечные установки обычно делают из старой спутниковой тарелки, наклеив на ее поверхность кусочки обычного стеклянного зеркала или отражающую полимерную пленку. Иногда такие самоделки пытаются приспособить для горячего водоснабжения, но чаще всего их используют для приготовления еды. И нужно понимать, что из-за движения Солнца по небу такую установку приходится поворачивать по двум направлениям через каждые несколько минут или несколько десятков минут, чтобы фокус солнечной радиации попадал туда, куда нам нужно. Эти самоделки имеют более простой механизм их поворота согласно движению Солнца, поскольку теперь их нужно постоянно поворачивать только по одному направлению. И обычно эти самоделки рекомендуют использовать для горячего водоснабжения или для солнечного отопления дома. Я напомню, что к этому классу солнечных нагревателей не относится эта моя солнечная станция, поскольку ее зеркала не требуют постоянных поворотов на протяжении дня, но нужно примерно один раз в неделю изменить угол вертикального наклона зеркал, и тепло моей солнечной станции используется для отопления дома зимой и нагрева бассейна летом. Это один из моих экспериментов, и мы понимаем, что солнце нагревает этот черный стальной лист, и это тепло передается струйкам воды, которые вытекают из отверстий трубки. И я описывал этот тип солнечных нагревателей одним из моих старых видео больше года назад. Такие нагреватели были придуманы несколько десятилетий назад одним американцем, который установил их под стеклянной крышей этого дома, чтобы те производили много тепла для его отопления зимой. А это уже Западная Украина, где в эту черную трубу подается вода из домашнего бассейна, которая вытекает из трубы большим количеством струек, и те отбирают тепло от горячих стальных листов крыши, и затем нагретая вода попадает в традиционную систему сбора дождевой воды, откуда стекает обратно в бассейн. Сейчас я показываю фрагменты очень популярного на англоязычном YouTube ролика, который набрал больше чем 3 миллиона просмотров, но лично я считаю, что из пластиковых бутылок можно сделать более эффективные солнечные нагреватели, когда старые бутылки вот так нанизываются на садовый шланг или темную трубу. Все знают, что вода внутри темного шланга или трубы и так будет нагреваться солнцем без всяких бутылок, но благодаря им увеличивается температура нагрева, что разрешает использовать это тепло не только для нагрева воды бассейна, но и для горячего водоснабжения. И в интернете можно встретить разные рекомендации по усилению эффективности через дополнительные детали в виде черных или отражающих поверхностей. Эти солнечные коллекторы нагревают воздух, а не воду, и они являются ящиками с черным дном, которые нагреваются солнцем, и ящик накрыт стеклом или другим прозрачным материалом. Обычно в таких черных ящиках устанавливают вентилятор, который вытягивает нагретый воздух внутрь дома, то есть это тепло используется для отопления помещения, и воздух может поступать в черный ящик, либо с отверстия около пола помещения, либо с улицы, и затем воздух двигается или перед черным дном ящика, или за ним, или с обоих сторон черного дна. Это тоже солнечные коллекторы для нагрева воздуха, и они очень похожи на только что описанные черные ящики, но имеют примерно такую дополнительную темную сетку, которую можно также назвать экраном или абсорбером. И ее смысл в том, что сетка нагревается солнечным излучением и передает это тепло воздуху, который проходит через нее. Еще я должен уточнить, что в моем видео типы самодельных солнечных нагревателей пронумерованы не по принципу моих предпочтений, а на основе их популярности на англоязычном YouTube, и это единственный объективный критерий. Дело в том, что рейтинг на основе мощности, КПД или других параметров лишен смысла из-за того, что для горячего водоснабжения лучше оказываются одни солнечные коллекторы, для нагрева воды бассейна абсолютно другие, а для солнечного отопления дома лучшими будут уже иные решения. На YouTube есть несколько американских роликов с такими черными баками для горячего водоснабжения частного дома. И такие баки размещают в подобном ящике из теплоизоляции и накрывают его стеклом или другим прозрачным покрытием. И очевидно, что солнце нагревает воду внутри черного бака, а стекло и теплоизоляция увеличивают температуру нагрева и позволяют сохранить горячую воду до следующего утра.
Обычно американцы соединяют выход черного бака со входом традиционного электрического бойлера, благодаря чему его потребление электричества уменьшается в несколько раз, поскольку теперь он нагревает не холодную воду, а теплую воду из нашего черного бака с температурой между 30 и 60 градусов. Вход черного бака соединяется с трубой холодного водопровода, в результате чего холодная вода автоматически заходит в бак вместо уходящей теплой воды, и поэтому этот бак должен быть способным выдерживать высокое давление холодного водопровода, в отличие от этих очень популярных у нас черных баков, которые не предназначены для высокого давления. Важно обратить внимание, что это не только солнечный нагреватель, но еще и хранилище тепла до следующего утра, в результате чего это все является абсолютно завершенной системой солнечной горячей воды, в то время как другие типы солнечных нагревателей могут потребовать еще и бака для горячей воды, разных труб, насосов, автоматики и других деталей. Это один из вариантов этого типа солнечных коллекторов, когда мы делаем такой очень тонкий контейнер для циркуляции воды и помещаем его под стекло или другое прозрачное покрытие. Сейчас я показываю, как люди делали тот тонкий контейнер из стальных листов путем их электросварки, и очевидно, что если потом покрыть его черной краской, то солнце будет нагревать черную стальную стенку контейнера, и это тепло будет передаваться воде, которая циркулирует через контейнер. Я экспериментировал с разными солнечными нагревателями этого типа, но не из металла, а из более доступных материалов. И, например, этот мой нагреватель использует рукав обычной дешевой черной пленки, которая делает то же самое, что и тот стальной контейнер. И над таким черным рукавом можно поставить какое-то прозрачное покрытие для улучшения его характеристик. А в этом случае я плотно накрыл рукав полимерной пленки тонким стальным листом. И подобная идея комбинации стального листа с полимерной пленкой также использована в этих моих солнечных нагревателях. И, например, этот мой нагреватель изготовляется максимально легко из куска дешевой пленки, которая без какого-то клея или пайки заворачивается так, чтобы сформировать конверт для циркуляции воды. И также есть идеи попробовать делать такие конверты из толстой алюминиевой фольги или тонкого листа нержавеющей стали. Седьмое место нашего рейтинга – это самодельные копии этих заводских солнечных коллекторов. То есть люди пытаются скопировать вот такую конструкцию тех дорогих коллекторов с этим прозрачным покрытием и этой теплоизоляцией. И поэтому они очень похожи на наш предыдущий тип коллекторов с тонким контейнером. Но вместо контейнера используется эта конструкция из листа и трубок. И сейчас я показываю, как ее иногда делают. Очевидно, что солнце будет нагревать этот тонкий металлический лист, который покрывает черной краской или специальным селективным покрытием. И это тепло быстро передается благодаря теплопроводности металлического листа к трубам, по которым двигается вода или антифриз. Разновидностей таких самодельных коллекторов очень много, и часто их пытаются изготовлять из стального проката путем электросварки, но можно попробовать обойтись и без какой-то сварки или пайки, например, приблизительно так. Может показаться, что эти самодельные солнечные коллекторы тоже являются дешевыми копиями этих дорогих заводских коллекторов, но это не так, поскольку хотя они тоже состоят из труб на темном листе, но контакт между трубами и листом либо отсутствует, либо он настолько слабый, что не работает теплопередача от нагретого черного листа к трубам. Тем не менее, эти солнечные коллекторы тоже хорошо работают, хотя и с меньшим КПД, и солнечная энергия поглощается черными стенками труб, а также тот горячий темный лист передает к трубам большую часть его тепла через инфракрасное излучение и нагрев воздуха. Этот тип коллекторов имеет смысл благодаря тому, что он намного проще изготовляется, чем предыдущий тип, поскольку не нужно обеспечивать надежный контакт между трубами и темным листом, который теперь не обязан быть металлическим, и он может быть любой темной поверхностью, способной выдерживать температуры порядка 100 градусов. Пятое место нашего рейтинга похоже на предыдущие три типа, но вместо расходов нашего времени и денег на изготовление тонкого контейнера или системы этих труб мы используем вместо них что-то ненужное из нашего сарая или городской свалки. Например, решетку старого холодильника, старую батарею отопления, старый радиатор из автомобиля и тому подобное. Это солнечные нагреватели воздуха, и они используют дешевые темные трубы большого диаметра, которые нагреваются солнцем и передают свое тепло проходящему по ним воздуху для отопления помещений. Интересно обратить внимание, что этот тип воздушных солнечных нагревателей аналогичен этим нагревателям шестого места нашего рейтинга, но там использовалась вода вместо воздуха.
Я думаю, что нет смысла описывать, как работают такие солнечные нагреватели, которые обычно могут использоваться для нагрева воды бассейна, и каждый может быстро убедиться в их работоспособности при помощи своего садового шланга или мотка темной трубы. На втором месте такие спирали из полимерных или металлических труб или шлангов, которые кладутся на темную поверхность, под которой также желательно расположить какую-то теплоизоляцию. И если эти спиральки не предназначены для нагрева воды бассейна, то может оказаться целесообразным покрыть их тепличной пленкой или каким-то другим прозрачным покрытием. Я напомню, что прошлым летом я провел много экспериментов по измерению энергетических возможностей таких спиралей под прозрачными покрытиями и без них, и эти результаты моих экспериментов описаны в двух моих роликах почти год назад. И перед тем, как представить первое место нашего рейтинга, важно заметить, что в этом видео описаны далеко не все возможные солнечные нагреватели. И, например, непонятно, как лучше классифицировать этот тип нагревателей воды, который я тестирую уже второй год. И он состоит из этой емкости с водой и этой темной поверхности. А этот солнечный нагреватель работает у моего соседа, где эти зеркала направляют дополнительное излучение на эти черные листы, прижатые к трубам для нагреваемой воды. Это еще один мой солнечный нагреватель с вот такой зеркальной стенкой. Также непонятно, куда классифицировать эту трубу для отбора тепла от земли, которая нагревается солнцем. А вот такую установку я сейчас испытываю на системе горячего водоснабжения моей дачи, и солнце нагревает эту воду до высокой температуры днем, и вода более-менее сохраняет это тепло до утра, и она способна быстро нагреть холодную воду в этой трубе. То есть это такая же завершенная система солнечной горячей воды, как и те американские черные баки 9 места нашего рейтинга. А это аналогичные системы, которые я испытывал месяц назад, и они аккумулируют солнечную энергию не в воде, а в песке или грунте. Говоря другими словами, эти известные нам заводские коллекторы являются даже не верхушкой айсберга, а намного меньше, на фоне десятков и сотен разных типов солнечных нагревателей воды и воздуха. Итак, это первое место нашего рейтинга, по которому англоязычный YouTube имеет несколько десятков очень популярных роликов с общим количеством просмотров почти 15 миллионов. Эти солнечные нагреватели такие же, как четвертое место нашего рейтинга, но черные трубы для нагреваемого воздуха делаются из мусора, и обычно рекомендуют использовать такие солнечные нагреватели для отопления помещения или нагрева свежего воздуха с улицы.